Завтра в Национальной школе чувашской вышивки начнутся первые уроки. Ученикам предстоит освоить не только технику выполнения швов и стежков, но и изучить историю орнаментов. Именно такой метод обучения взяла на вооружение и мастерица из Мариинско-Посадского района. С азами народного творчества Раису Федорову познакомили прославленные художницы Евгения Жачева и Зинаида Воронова. А сегодня она и сама с удовольствием делится опытом со всеми, кто желает прикоснуться к истории и традициям родного края. 7 полосок тут должно быть. Чувашская тухья, по мнению Раисы Аполлинарьевны, не просто головной убор. Это настоящая вселенная, которая может поведать о многом. Посвященный увидит в ней разные уровни мироздания и символы небесных светил, узнает, к какой группе принадлежит его обладательницам, низовым или верховым чувашам. К тому же сложное и красочное украшение – настоящий оберег. Чтобы сразу человек как посмотрел на тебя, девушка вот одета, чтобы не сглазить ее, такую большую монету сделали. Это я тоже так придерживалась этому моменту. Этому нас учили. Я учила это на курсах у Зинаиды Вороновой. Очень работа мне трудно далась. Ну, думаю, медведь тоже научился танцевать. Я тоже научусь. Очень трудно было на занятиях. Ну, осилила, сделала. Получается. Многословными могут быть и обычные салфетки. Геометрические узоры в чувашской вышивке всегда были наполнены смыслом. Однако сегодня зашифрованное в ярком орнаменте послание прочитать сможет не каждый. Родительский дом. В родительском доме жили 4 брата. Вот они женились, каждый построил себе дом, свое гнездо. У них тоже пошли дети. Вот, идут. Как бы у нас идет семья, большая семья. Раиса Аполлинарьевна всегда занимала активную жизненную позицию. И хотя сейчас педагог со стажем находится на заслуженном отдыхе, она и сегодня принимает самое живое участие в жизни села и республики. Уже второй раз Раису Федорову избрали депутатом сельсовета. 3 последних месяца она работала обычной санитаркой в красной зоне в Новочебоксарской больнице. Зимними же вечерами снова планирует делиться опытом с теми, кто желает познакомиться с древним языком символов. Для односельчан Раиса Федорова проводит бесплатные курсы. Чувашское украшение, конечно, это замечательные вещи для каждой семьи, мне кажется, для каждой семьи чувашской национальности, и для сельской семьи, и для городской семьи. Почему? Потому что у нас есть дети, потому что у нас есть внуки. Но мы надеемся, что у нас еще правнуки будем, и они тоже будут изучать, наслаждаться и радоваться теми работами, которые создает Раиса Аполлинарьевна. Интерес к искусству, что создавался веками, с каждым годом поддерживать все сложнее. Тем не менее, Раиса Федорова верит, что край 100 тысяч песен и вышивок не оскудеет талантами. И, по крайней мере, ее внучка, создавшая своими руками эту обрядовую куклу, сможет передать и своим детям тайны, что буквально вшиты в древние узоры. Светлана Позднякова, Алена Артемкина, Дмитрий Макаров. Вести Чувашия. Буквально через полчаса в Чувашском драмтеатре актуальна премьера. Постановка «Птица счастья» о надеждах на возрождение деревни. Автор пьесы – наша коллега, корреспондент ГТРК «Чувашия», поэт и драматург Марина Корягина. Театр сотрудничает с ней много лет. В 2016 году вышла еще одна ее пьеса «Часы с кукушкой». Новая работа посвящена жизни в чувашской глубинке. Марина Корягина много ездит по республике, снимает сюжеты и передачи. Во время таких поездок и родилась идея пьесы. «Птица счастья» – это трагикомедия. И смешно, и грустно о важном, и о наболевшем. Каждую неделю я еду в деревню и вижу, как деревня редеет. К сожалению, и мужчин практически не остается в деревнях, и школы закрываются, и так далее, и так далее. Это просто крик души для деревни. Вымирающая деревня в чувашской глубинке. Остались лишь дети и женщины. И всего один мужчина. Нет ни колхоза, ни клуба, даже школу и ту хотят закрыть. Как сохранить село, задаются вопросом героини пьесы и начинают бороться за свое счастье. Между жительницами села возникают конфликты. И тут одна из героинь вспоминает о легенде про птицу счастья – Куйгарыш, которая, по поверьям, покидает семейный очаг и забирает счастье, если дома для него нет работы. Как найти ее снова, привлечь в заброшенные края? Появится ли птица в деревне вновь? Исполнится ли желание жительниц села? Ответы в новой постановке Чувашского драмтеатра.